Если вести речь о народе Грузии, о грузинском народе, лично я его даже в период ведения боевых действий, весь грузинский народ, никогда не считал своим врагом, не считаю и, скорее всего, никогда считать не буду. И я не считаю, что весь грузинский народ враждебный по отношению к нам, абхазам. И никогда я не видел, чтобы все единогласно грузины были враждебно к нам настроены. Если же речь идет о властях Грузии непосредственно, то это да. Конечно, эту враждебность я вижу, наблюдаю, я ее наблюдал и в результате агрессии по отношению к Абхазии. С кем я солидарен? Я солидарен в первую очередь с протестующим народом, который борется за свои права. И вся эта ситуация, если честно, мне симпатична. Вот если потому что люди борются за свое будущее, за то, каким они его видят. Я не даю оценку, это хорошо или плохо, в смысле, это будущее, хорошее оно или плохое, там, правильное, неправильное. Это им виднее, им решать, они у себя дома определяют для себя, как им жить. В общем-то, так же, как я считаю, что такое право есть и у нас, чтобы мы определяли у себя дома, как нам жить, и определяли сами свое будущее. Помню, когда мы протестовали на площади перед парламентом против принятия соглашения по Пицунде, тогда как и в личных сообщениях, так и в грузинской печати, в Фейсбуке, в медиапространстве, я слышал и наблюдал очень много слов поддержки, моральной, психологической поддержки в адрес нас, тех, кто протестовал против принятия этого соглашения. Конечно, многие наши граждане могут сказать, что там они не из большой любви к нам, а исходя из собственных интересов, они это делали. Но я, в общем-то, разделяю такую позицию. Да, конечно, они делали это из собственных интересов. Они, если речь вести о политических каких-то силах или о властях Грузии, те, которые считают, что Абхазия является этой частью Грузии, конечно, им не хочется, чтобы Абхазия растаскивалась как бы по частям, чтобы она была единым целым. И в то же самое время это соответствует и моим, и нашим интересам. И я точно так же не хочу, чтобы Абхазия растаскивалась по каким-то частям, раскурочивалась, расчленялась или дробилась. Мы и так маленькая страна, и территориально, и мы и маленький народ, мы не можем себе позволить такого. Мы в Абхазии потеряли часть юрисдикции над существенной частью своей территории и акватории. Вот просто, ну, не понимаю я этого, и, наверное, никогда я не смогу этого понять. Как в этой поговорке говорится, с такими друзьями и враги не нужны. Ну, против кого я воевал тогда в этом случае, если меня и захватывать не надо, и на танках приезжать сюда не надо, когда просто росчерком пера из юрисдикции Абхазии выводится часть Абхазии вместе с акваторией уходит из-под юрисдикции нашего государства. Конечно, наверное, я не против тех воевал. Я так считал и так и считаю, наверное, и сегодня тоже. Но надо понимать, что под этим подразумевается. Естественно, защищая свою страну, я никогда об этом не жалел, и упаси Господь, чтобы была война, но другого я не вижу. Каждый мужчина должен защищать свою страну, это наша обязанность, у нас же не только права, мы обязаны защищать свою страну. Абхазы всегда защищали свою страну, и всегда это будут делать. Другое дело, что войну лучше не допустить, войну лучше избежать. Всегда лучше жить в мире. Это, наверное, азбучные и прописные истины. Но раскрывая суть того поста, я хочу сказать всем тем, кто будет смотреть эту передачу, и всем тем, кто задавал и задает этот вопрос мне, что я имел в виду. Вот я как раз вот это и хочу сказать, что это я и имел в виду. Что, конечно, да, я не понимал и не понимаю, чтобы наши власти могли, значит, я не с теми воевал, значит, враги не там находятся, где я думал, они, наверное, находятся здесь, среди нас, и надо было смотреть совершенно в другую сторону,
и там уже искать врагов и недругов. А что в Грузии? Зачем ей надо вот так радикально менять вектор? Что она должна Не получить? поменяет ли она в действительности? И поменяет ли она его в действительности? Тут версий может быть много. Но на примере Карабаха мы видим, что несмотря там 30 с лишним лет условной независимости, она в результате оказалась условной, а сегодня является частью Азербайджана. И многие люди считают, что это, ну, кто-то считает, что это там результат неправильной политики Пашиняна, но в самой Армении считают, как часто говорят, они считают, что Карабах сдала Российская Федерация в обмен на некие договоренности между Турцией, Азербайджаном и Россией. Возможно ли такое с Абхазией? Ну, я считаю, что в теории возможно, да, вполне. Но и также точно наряду с этим я считаю, что есть еще и некие другие могут быть интересы у Грузии. Они больше могут быть связаны и с этим хабом, и с этим транзитом. С приходом Саакашвили Грузия была страной с вектором с прозападным, а Армения была страной с вектором пророссийским. Сейчас же ситуация поменялась полностью, ну или меняется, потому что, наверное, можно и тот, и другой термин употребить, потому что поменялось уже... Ну, сейчас в динамике все Да, в происходит. динамике, совершенно верно. И сегодня уже в Армении наблюдаются антироссийские настроения, более прозападные, то есть там политика Пашиняна более она прозападная и более антироссийская. Как раз в Грузии все наоборот.